Я продолжаю писать карту дня на 25 сентября, на понедельник. Смотрим мы с вами следующие 6 знаков зодиака. Это у меня будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вашего знака нет среди названных, тогда вам нужна первая часть. Я видео делю на две части. Как ее найти? Очень легко. Под этим видео внизу есть ссылочка. Там так и написано: ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите, и там будут ваши первые 6 знаков. А мы смотрим дальше. Смотрим, что у весов. 25 сентября, понедельник. События для весов. Покажите мне, пожалуйста. Обман. Первое событие. Маска. Деловая встреча. Может быть, на встрече будет обман, как вариант. Тайна. Ну, замок показывает, что все тайны, все секреты будут открыты, да, в этот день. Поэтому вот, если вас кто-то и обманет, то вы об этом узнаете по замочку. Надежда. Подсвечник. Пустые разговоры. Еще иногда подсвечник — это романтика. Да, то есть, может быть, какой-то романтический ужин у вас там будет, да, то есть и болтовня. Цветок нельзя. Прибыль нельзя, две карты зафиксированы, и здесь нет. Значит, смотрим, у вас выходит обман, предупреждение, да, то есть будьте осторожны, могут обмануть. Иногда и мы обманываем, да, то есть, ну, так бывает, да, то есть мы одеваем маски, обманываем других людей, поэтому тут вот карты могут предупреждать, что если вы планируете кого-то обманывать, то опять же замок показывает, что вот этот обман, он вскроется, хоть вы обманете, хоть вас обманывают, поэтому лучше не надо. Дальше деловая встреча может быть, пустые разговоры, болтовня и надежды. Какие-то надежды еще возлагаете на этот день. Ну, самое главное, быть осторожными, постараться вот не стать жертвой какого-то обмана. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Смотрим скорпионы. «25 сентября. События дня для скорпионов». Будильник сразу же выпадает. Может не прозвонить будильник, можете куда-то опоздать в понедельник утром. Печаль, разочарование. Свидание нельзя. Любовь.
Пустые разговоры. Разлука временная. Чемодан. Получение информации. Смотрите, здесь еще второй вариант был рыбка. Да, то есть можно было либо сделать новость, либо рыбку. Рыбка — это всегда предупреждение, вы можете стать жертвой каких-то обманщиков. Подкову нельзя. И здесь не вижу. Также, смотрите, есть еще лебедь, верность. Да, то есть прям любовь, верность. В личной жизни все прекрасно будет. Понедельник. И здесь нет. Значит, смотрим. Личная жизнь. Ну, тут все хорошо. Может быть знакомство, если ее нет. Да? То есть, если есть, то отношения могут стать более романтичными в этот день. Также, значит, смотрим. У вас проблема может быть со временем в этот день. Вы можете быть чем-то разочарованы. Печаль. Опять же, с чемоданом иногда, допустим, если вы куда-то уезжаете или любимый человек куда-то уезжает, ну или мало ли кто-то там, ребенок, то может быть печаль просто, да, то есть это вот слезы прощания, так сказать, на время. Может быть, из-за этого будет печаль. Дальше также еще в этот день новость и пустые разговоры, болтовня. Вот такая информация. То есть из минуса получается печаль и будильник. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к стрельцам. Смотрим дальше. Стрельцы. 25 сентября. События для стрельцов. Покажите мне. Общение с друзьями. Пустые разговоры, болтовня. Флаг нельзя. Больше ничего нет. Больше на выходной похоже, чем на будний день. Так, нет. Смотрим, здесь новость еще есть. Нашла новость. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Ну, здесь нет. Значит, у вас общение, встреча, переписка с друзьями, пустые разговоры, болтовня, получение новостей, информации и события, которые повторяются каждый месяц. Ну, вот такой замечательный день у вас будет, стрельцы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к козерожкам. Смотрим, козероги. 25 сентября. События дня для козерога.
Книга. Это посещение госучреждения. Дорога. Неприятность. Подарок нельзя. Ножницы. Это решится какой-то вопрос. Печаль. Тут два варианта. Либо колокольчик, либо дерево. Колокольчик — это пустые разговоры, дерево — приглашение. Ссора. Ссора, печаль. Ссора, опять же, да, то есть идет рядом пустой разговор. Разговор может закончиться ссорой. Прибыль, деньги, разговоры о деньгах. Лебедя нельзя. Так, смотрим, значит, что получается. Посещение госучреждения, решение какого-то вопроса, поездка, неприятность. Возможно, неприятность — это ссора. Да, то есть ссора, печаль, также пустые разговоры и финансовые поступления. Ну вот, видите, с одной стороны плюс, да, то есть это финансовые поступления, решение вопросов, но минус — это какая-то ссора. Так что, если избежите ссоры, тогда не будет неприятностей. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Смотрим, Водолеи, 25 сентября. Водолеи, понедельник. Подарок. Колокольчик, пустые разговоры. Роза, свидание. Мечи, конфликт. Причем такой серьезный конфликт. Корону нельзя. Ожидание. Корабль. И конвертик еще увидела по по вертикали, вернее. Конверт — это получение. Значит, смотрите, что я нашла. Вы можете получить подарки в понедельник. У вас могут быть пустые разговоры, болтовня, получение чего-то, приятная встреча, свидание, ожидание и конфликт. Ну, получается, вот из минуса это ожидание, да, такое не самое приятное событие, и острый конфликт, скандал с кем-то. Поэтому вот если удастся избежать скандала, то, в принципе, день можно считать позитивным, потому что подарки, получение — это всегда все хорошо.
Ну, вот такая информация для вас, водолеи, на понедельник. Благодарю за внимание. Ну и перехожу я к рыбкам. У нас еще остались рыбки без информации. Сейчас будем разбираться. Двадцать 25 сентября. События дня. Пустые разговоры. Первое событие. Новость. Получение новости. Цепочку нельзя, потому что эта карта уже зафиксирована. Корона. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком, имеющим силу, власть. Цыпленок. Общение с детками, какой-то контакт. Да, то есть это может быть учитель, воспитатель, тренер ребенка, например, директор школы. Дальше любовь. Два сердца. Книга. Казенный дом. Это госучреждение, опять же, да, то есть рядом с ребенком выпадает. Школа, садик. Мешок с деньгами. Ну, чаще проигрывается как расходы, чем доходы. Возможно, какие-то расходы в этом казенном доме. Может быть, наоборот, получение, потому что получение тоже может быть. Просто если брать процентное соотношение, то чаще, да, вот мешок, это деньги уходят, чем приходят. Хорошие новости. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что я для вас нашла. Пустые разговоры, получение новостей, общение с влиятельным человеком, контакт с детками, семьей, любовь, хорошие новости, посещение госучреждения и какие-то события, связанные с финансами в этот день. Вот такой у вас будет понедельник, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.